утро, Ирдик Хелшин, с вами снова Лейла, и у меня опять в гостях Аишка. Аиша, привет, тетяшка. Хайырзыл? Хайырзыл? Бабушка, я гладу гудся, я мама генер дитя, хайырзыл? Соел гитак. На, хайырзыл, мамига, хайырзыл. Все тогда. Ой, Аишка, смотрите, игрушки какие. Терку мою притащила. А терка хайенер малу. Аишка, терка хайенер малу. Хай? А Федя, гум отжала. Аишка, нахай. Тут дядя с ней играет. Нахай. Ух ты, как получилось. Сега, нахай, хайерзыл? Соет, да, все, соел хьют. На камеру не хочет. Ну, только приехала, еще не позирует. Сега. Ясун, кого мяс? Савидрик, кого мяс? А халис калыц ясун? Жадоба, и наполнить боишься, что ли? А, ты полная мне хочешь, да? Давай. Я лоясун. Вот, умница, мамина. Ух ты! Да, Алас, привет! Ой так, молодец. Привет. Все, соизволила Аишка приветики вам послать. Нахай, мама, не засумна. Сяк, на, забирай. Вот так, а ну переверни его. Ездишь он? Аишка, вот ехали, надо было вам свои игрушки привезти, которые, ну, песочницу, которую играете. Косявица. Приехали бабушке помогать. Да, Иша? Мама и ногу слыениха? Не. Все. Ибрагим, пойдем. Да. Куда идем мы с пятачком? Цыплят выводить. Большой. Хал, Ишка. Хал. Нюнюка, баргениха. Я летишь, Нюнюка? Я вот там лошадка не видел. А Нюнюки нету, Ишка, сегодня. Наверное, они куда-то в другое место перевязали здесь. Лошадь быстро съела все. Апытя, лозите хацинца. Аишка. Ибрагима она зовет Апытя. Ты что, со мной не играешься? Она в песочницу с тобой хочет играть. А я наш говорил уже, Ибрашка, да, по-моему? А? Да. А сейчас почему Апыта? Что говорит? Когда мы закончишь играть, тогда пойдем. Не знаю, вы услышали, нет? Мол, Аишка говорит ему, когда мы закончим играть, тогда пойдешь. А сейчас, говорит, сиди рядом со мной. Так, ну приехали они сегодня немножко мне помочь. И хочет Мадина свои ковры постирать. Жалеет она на химчистку денежек. Хочет постирать сама. Пошел дядя с нянчиться с Аишкой. Аишка любимка у дяди. Ну что ты же, наездница? А, наездница? Ай, тапок упал. Ось довше.
какая красота. На, ях, срывай давай. Вот так. Вот так. У нас уже наверху яблоки краснеть начали и падают много. Вот умничка. Еще одна ягодка. Ты меня в кадр не взяла, я без косынки. Все. Пойдем? Вкусно? Домашняя вкуснее маленько, да? Аиша, что ты построил? Физ? Междикал? Междикал? Камерыч, привет, да? Привет, надал. Что построила Аиша? Вот только посмотрите на это. Это ты построила? И то, что там мои следы, это ничего не значит. Аишка? Песок алжо. Я люблю песок алжо. Я лик бехаешь. Вся грязная. Це снимать ты. Все, пока. Пока. Наш обед. Вчера, когда жарилась курочка, мама выглянула в окно и сказала: ой, какой там аромат от него, чего ты там готовишь? Я сегодня решила пожарить нам на обед вот такую вот тоже курочку с пюрешкой. Давление мы тут меряем. Так, друзья, мы сегодня с Аришкой отдыхаем целый день. После вчерашнего заказа как раз я целый день отдыхаю практически. Ну, единственное, что готовлю, конечно. Вот мы после обеда опять с Аишкой тут отдыхали, и мои мальчики привезли мне мой заказ, который я заказывала любимому Васильку. Я знаю, что многие не любят, когда показывают обзор продукции Василька, но нам нравится, если честно. Даже вот Мадина может подтвердить, очень качественные постельное белье и детская одежда. Вот так вот. И еще я сегодня купила еще одну покупку, но про нее я скажу вам попозже. Пока мы расскажем, что же нам прислал любимый Василек. А пока Аишка еще раз скажет привет. Да, Ал, привет еще раз. Аишка, скажи привет, а? Привет, а? Она уже несколько раз сегодня говорила. Мы ей, наверное, надоели со своими приветами. Хайвас тебе, Аишка? Пойдем, давай? Давай. Сейчас успокою. Тут должно быть что-то для Аишки, по-моему. Мухаммеду и Аишке я заказывала. Но я уже забыла. А? Постельное белье мне очень нравится. Я довольна. Никаких катышек. Не знаю, почему говорят, что это некачественные вещи. Может быть, заказываете совсем дешевые? Я очень дешевые не заказываю. Мне нравится постельный комплект, и ничего не могу сказать. Я уже почти все уже, по-моему, для себя набрала для постель. Эта постель вообще у меня сейчас пойдет как бы в запас, в гость кто-то приедет. Поэтому сейчас я вытащу. Сначала мы Аишке покажем, что там у нее. Так, накладная. Сейчас достанем. Значит, мы заказывали для девочки комплект вот такой вот. Вози. Вот. Это же бриджи. Угу. Прям идеальная вещь сейчас, Садя. Так, 560 рублей. И качество отменное. Прямо вот. Обычный трикотаж чувствуется на руку. Видите, на швы. Все четко, все красиво. И я видела у многих наших девочек-блогеров, как покупали своим детям. Это вот резиночка такая тянется. Здесь тоже резиночка такая. И очень красивый. Нравится вам? Очень. Аишка, хози? Хози? А? Ух ты. Вот мы же вечером собираемся в кафешку сходить. И уходили в кафе Долхачха? Иди ты одень, а потом мы продемонстрируем, пока я буду показывать. А Мухаммеду вот такие вот футболочки. Ну, правда, на вырос, наверное, да? Конечно. Вот. Но пока ему не надо, у него сейчас боди много, я поэтому на вырос заказала. А это уже поменьше, чем это, да?
Ну, чуть-чуть меньше. Тоже, девочки, очень красивые. И качество красивое такое. Футболочки стоят такие 137 рублей. Я забыла, что опять у меня микрофона нет. 137 рублей. Ну, что такое 137 рублей? И я не знаю, мне качество нравится очень. И Мадина говорит, что все, что оттуда я ей купила, дала, все качественное. Вот, видите? Все швы мягкие, футболка сама мягкая, для детей самое главное. И в стирке они, если стирать как нужно, по той температуре, которая нужна, они не линяют. Конечно, если мы будем в горячей воде их стирать... В 60 градусов стирала, абсолютно рисунок несется. Вот. Хоть что испортится, но вот видите, Мадина говорит, что я стирала и в 60 градусах. Так, значит, у меня тут 2 одинаковых комплекта, друзья, я заказала. Не думаю, что они одинаковые. Нет, правда, я заказывала 2 одинаковых. Но привезли чуть-чуть другой. Я хотела, да, вот с этими башнями я заказывала 2 одинаковых, может быть, не было. Хотя, вот видите, сердце Парижа тут написано по накладной. Или просто, может быть, внутри где-то и другим. Наверное. А? Давай Почему мне кажется, что вот это больше? В смысле, больше. Нет, размер один и тот же, просто рисунок, мне кажется, другой. Не, а так одно и то же. Одно и то же? Да. А, ну тогда что? Нет, так больше нет, это одно полуторспальные. Вообще-то я даже их не буду откладывать для гостей. Я их купила, чтобы вот мальчикам одинаковые, чтобы в комнате, где Ибрагим с Багаудином, Какие? чтобы одинаковые С были. сердечками. Еще. А вы что, не сердечки? Вы что, без любви, молодые? А вот ты футболку надела еще. Там и футболка, и штанишки. Хагатылайш. Куда я нужно Хата. Эшка, а я, да, а я, покажи его туда. Хата. А я? Ой, как ей красиво идет. А ну-ка, ну-ка. Ну-ка, давай, а вот тебе с тобой, да вот. Ух ты! Мам, если бы я знала, что там есть такие костюмы, я бы тебя попросила пару штук заказать, чтобы в садик носить. Ух ты! Какая красота! Вот как раз садик, да? Как будто бы я и знала. Я не говорила Мадине, что заказывала. Она вроде бы сказала мне, ничего не заказывай, детям в этот год есть. Но я все-таки не знаю, почему-то всегда хочу заказать что-то детишкам. А костюмчик красивенький, действительно. Миша, а вот есть, естественно. Он коротенький, Эшка. Что такая? Даже, по-моему, бывает, что тут вот видно бывает еще. Естественно. И раздолжу Эшка, возле люляз, могут мяшешь, чтобы ты в садик ходила, была умничкой нашей, да, здоровенькой. Носи на здоровье. Так, ну вот, развернула я постельное белье, хотя у меня Ибрагим его забраковал, что это сердечки. Тебе Это что, больше сердечко мешает, что ли? Оно как бы больше для девочек. Ну нет, почему? Это разве для девочек? Ну и что сердечки? Хорошо, я себе заберу. Пусть смех уже будет. Вот такие вот наволочки 70 на 70. У меня подушки такие. У меня подушки, друзья, из своего, из гусиного пера. Пух. Там такой же рисунок интересный есть, двухспальный? Не знаю, надо посмотреть. Хочешь заказать? Именно такой И двухспальный. качество хорошее. Так, сейчас. Очень хорошее качество. Это поплин, друзья. Оно тоже не меняется, не садится. Это я знаю. Да вы и сами знаете, если сказать, что поплин. Видите, запах хороший. Вот какой хороший запах, что подушка не будет вылезать. Швы тоже очень красиво. Все прошито, без ничего, без брака, без... Ну, прям вот аккуратно все сшито. Не могу сказать, что почему говорят плохое. Не знаю, если даже говорят. И простыня вот... Самое главное, друзья, простыня очень широкая, и она вот прям вот с обоих сторон, что обычно у меня у мальчиков простыня, если то она бывает вот так вот комком и не на кровати. А это прям хорошая простыня. Мне как-нибудь надо будет еще заказать простыни, которые вот на резиночке надеваются. Вот так вот. И вот такая вот двухсторонний, вот такой вот двухсторонний пододеяльник с этой стороны. Вот так вот. Если Ибрагима будет смущать красное сердечко, можешь одеть, положить с этой стороны, оно будет белое сердечко. Я все равно тебе его положу. Помечтай о Париже. Да, помечтай о Париже, ну и помечтай о любви.
И Бирашка что-то уже задумка ушла. Вот так вот, друзья. Бирашка, про кого ты там У меня, вспомнила? конечно, сегодня небольшой заказ. Я много чего не заказывала. А это в итоге такой же? Это точно такой же. Я два одинаковых заказала. Я вот жалею, что вот раньше, которые заказывала, они у меня разные все. Все-таки, мне кажется, не знаю, мне лучше было, чтобы были одинаковые. Так. И вот такое вот я заказывала покрывало. Так, я не сказала, сколько стоит постельное белье. Оно стоит 1484 рубля. И вообще недорого. Теперь... Она должна быть плюшевая. Плюш велюр. Так, он значит 200 на 260 и стоит 1371. А вот это мне. Это тебе? Да. Тебе ему понравилось. А мягкое какое прям. Значит, надо второе докупить. Ну, закажешь второе. Ой, второе. А по-моему, оно двухспальное. Сколько ты сказала метров? 200 на 260. Ага, оно двухспальное. Да я знаешь, как его заказала? Если даже вот на диван, на кухню накинуть, прям, чтобы вот все вот закрывалось. Так хотела. А на кровать не пойдет. Не пойдет? Надо спальню, не пойдет. А это тонкий намек, что у тебя двухспальная кровать, да, наверное? Ну, вот так вот, друзья. Вот такая у меня сегодня покупочка от Василька. Большое вам спасибо, Василек, что вы вовремя мне доставили посылку, что все пришло, как я заказывала. Очень красиво. Даже я сначала подумала, что разные комплекты, но одинаковые, два комплекта. И, друзья, ссылку на интернет-магазин Василька, любимого Василька, я оставлю в описании и закреплю в комментариях. Заходите, посмотрите, заказывайте. Там бывает очень много новинок. Может быть, то, что я заказала, вам не нравится. Есть очень большой выбор и часто меняется как бы ассортимент у них. Ну вот, как-то так, друзья, сегодня я присяду. Друзья, сегодня хочу вам похвастаться своей покупочкой, наверное. Я давно не покупала посуду. У меня уже вся посуда, как бы, не все комплекты. И у нас в Чечне, я знаю, это делается давно. А теперь уже я как-то ехала домой со своей заловкой, и она что-то там переговаривалась по телефону в WhatsApp, и я ее спросила, что это такое. Она мне сказала, что это у нас какие-то группы в WhatsApp организуются, какой-то админ берется за это. И люди делают покупки. Помните, в советские времена, да и сейчас некоторые люди этим пользуются, и они тоже были такие, как так называемые черные кассы. Там складывались там по 5, по 10 рублей, как-то 10 человек, 20 человек, и каждый по очереди брал эту сумму. А у нас вот такой вот, типа, есть такая вот, как бы взаимовыручка же получается. Вот я вступила в эту группу, и мне понравилась эта посуда. И получается, вот 4 нам, женщинам, понравилась именно эта посуда. И вот мы вчетвером решили купить именно эту посуду, например. Можно и 10 человек они ставят, можно 5, как можно, как хотите. Короче, эти тарелки, вот 4 вида этих тарелок, я сейчас их вам покажу, стоили 8500. И получается, каждый из нас по 2700 кладет в кассу, пока вот все 4 не выкупят эту посуду, например. Там есть и посуда, и телефоны, и кастрюли, и гладильные, ну, вся бытовая техника. Короче, и мебель. Все, и в деньги кассу тоже играют. Ну, конечно, у кого есть деньги, лучше пойти и купить в магазине, будет дешевле однозначно, потому что какую-то наценку админ себе делает. Но таким, как я, это выручает по-любому. И вот сегодняшнюю покупку покажу. Действительно, слишком много болтаю уже. Так. Не знаю, мне понравились эти тарелочки. Но пока я на кухню их не буду, наверное, потому что кухня у меня еще в таком полуремонтном состоянии. Вот такая тарелка. Я сейчас по одной тарелке вытащу и потом покажу. Вытащи пока что долго не задержу. Так, друзья, и эта посуда, по-моему, чешская.
Называется Бернадотте, если я правильно прочитала. Вот таких вот 4 вида тарелок, короче. Ну, 6 салатниц, 6 вот таких вот. Тарелка мелкая считается. Хотя она не мелкая. Крупная есть еще. Еще больше есть, да? Да. Вообще можно докупить. По-моему, я и кружки видела такие, и пиалки видела такие. Надо будет как-то все подокупать. Красивые, мне понравилось. Так, вот такая вот маленькая тарелочка. Это десертная. 19 сантиметров, а это 25 сантиметров. Вот. А это салатник вот такой. 6 штук вот таких вот салатников у меня здесь. И вот такая вот суповая тарелка получается, глубокая. Вот. Мне очень нравится, но пока, как я сказала, на кухню я ее не буду ставить. Я еще одном котле стою, тоже посуда. Чуть-чуть она дешевле. Посмотрим. Это, наверное, просто на кухню для гостей, а ту посуду я буду для себя. Ну, посмотрим по-любому. И я еще посмотрю, может быть, докуплю что-нибудь из этой серии. Наберу себе полностью какой-то сервиз. Какое-то время у нас было все белое, потом у нас было в цветочек, потом еще в красное все. Не знаю. Но мне больше нравятся все-таки вот такие вот нежные цветочки. Не знаю, друзья, вам нравятся такие? Вот так вот. Мои сегодняшние покупочки. Пошли дальше с Иришкой отдыхать. Так, друзья, как всегда я говорила, что у меня все идет не по плану. Хотела приготовить на ужин, что-то придумать. Поставила мясо поставила мясо. Это говядина, правда, немножко жирноватая. Но мы с детьми собираемся сегодня идти в кафе. А это я хотела на ужин приготовить, кто остается дома как бы. Хотела спокойно приготовить. Сын приехал с работы чуть-чуть пораньше и говорит, что ему нужно снова на работу, уже на ночь как бы. Поэтому сейчас понакидаю всего, короче, и мы вместе посмотрим, что у меня получится. Это будет блюдо просто экспромт. Если честно, я хотела сделать, скорее всего, гуляш, но мясо тоже жирное для гуляша. Ну, посмотрим. Значит, я нарезала много лука. А вообще-то я вот делала джем. Хотела джем залить себе спокойненько, приготовить ужин, все вам показать. Ну, джем будем заливать попозже, короче говоря. Сейчас, значит, у меня мясо хорошенечко протушилось уже со специями разными для мяса. Теперь закинула лук. Хочу и баклажаны, и лук, и помидоры, и болгарский перец все сюда понакидать. Может быть, картошку закину, посмотрим по ходу. Действительно, блюдо экспромтом. Может быть, как-то что-то оно называется. Но я в тот раз тоже вот так вот, когда спешила, понакидала всего, и было вкусно. Помнишь? Вкусно же было? Мне понравилось, они готовили. Ну, наверное, это есть какой-то рагу или еще что-то, или мясо с овощами, назовем его как-нибудь. Ну вот, иногда происходит у меня и так. Все, пока накроем крышкой. Нет, не будем крышкой накрывать, пусть жарится лук. А ты мне пойдешь и дорвешь болгарку. Бегом. Так, лук потомился. Сейчас вот тут добавим морковочку. Братка все время показывает мне громче. Друзья, и я показываю так, потому что у меня еще и вопросы сегодня были. Вот вы одеты, вам там сложно, почему не в халатике, почему не налегке. Вот сейчас я в халатике, в легке, признаюсь вам. Поэтому снимаю так вот, чтобы Ибрагим снимал именно только блюда. Я хотела, конечно, вот одеться, одеть хиджаб и спокойно показать рецепт. Но, как я уже повторюсь, сын спешит, поэтому вот быстрое блюдо хочу приготовить. Не терять время, одеваясь. Потом я выйду к вам на связь, может быть, уже нормально одевшись. Конечно же, дома в эту жару мы не ходим ни в хиджабах, ни в длинных рукавах. Все как бы для удобства, для себя, так и ходим, как нам удобно. Ну, конечно, обязательно при этом закрыв ворота, чтобы случайно никто не пришел, если я вот так вот. Ибрашка, это называется 2-3 перца ты сорвал, да? Послала Ибрагима, вы же слышали, чтобы он нарвал мне болгарку? Смотрите, сколько нарвал. Все-таки красота, когда у тебя в огороде вот такой вот перчик, друзья. Хочу похвастаться.
И теперь закинем сюда и болгарский перец, и баклажан. Сама Себе мультик включила. Громко сделала. Так. Аишка у нас пока здесь. Мадина пока ушла к своим. Ну, родственникам мужа, к свекру туда. Нашельницы ее нет дома сегодня. Она пошла готовить для них ужин. Я готовлю тут для своих ужин, друзья. А Аишка, Мадина и я с Ибрагимом, мы собираемся пойти в кафешку. Я им сегодня обещала. Ну, Аишке обещала. Так что мы не будем ужинать. Так, ну что, сейчас я закрою крышку и подумаю, может быть, кину картошку, а может быть и нет. Сейчас посолю, поперчу. Вроде бы красиво, правда, друзья? Так, друзья, теперь мы сюда уже закинем помидорчики. Пахнет аппетитно. Просто в масле, друзья, жарится растительном. Никакой воды, никакого бульона. Просто в этих соки, короче говоря, овощей просто так потушила. Надеюсь, будет вкусно. Так, ну и последний штрих. Чесночок. Друзья, от сковороды запах, прям аромат, вернее, не передать. Жалко, что не могу вас пригласить в гости. С удовольствием бы угостила. Буквально еще 2-3 минутки и все. Так, ну и, друзья, блюдо мое уже готово. Ароматы, как я сказала, не передать. Мне даже уже в кафе расхотелось идти. И такую нарезку я сделала быстро, по-быстрому. Так, ну все, друзья, сын у меня спешит, как я сказала. Они сейчас быстро поужинают, он уедет. Так, друзья, значит, семью покормила. И я уже сварила джем из алычи. Но не стала вам показывать, потому что из желтой алычи вы видели, как я его варила. Поэтому вот. Но оно сейчас горячее, джем, я вам покажу, какой получился он, когда остыл. Вот, я просто специально его охладила, но после этого он у меня еще немножко поварился. Наверное, будет погуще. Ну, хватит для пирогов, мне кажется, чуть-чуть гуще и будет нормально. И, повторюсь, это красная алыча. Вот такой вот. Очень вкусный джем получается. Алыча своя у меня. Сейчас быстренько залью, закатаю. Но Мадина опаздывает. Вряд ли мы сегодня поедем в кафе. Вернее, пойдем. Что это такое? Что мы поймали? Что Кого это? мы, вернее, поймали? Как ее мама тоже самое спрашивает, что это? Кого мы поймали? Эська. Я первый раз ежика вижу, который не скручивается в клубок. Ты по носу не бей, ма. Я его вообще не бью. Если бы я была, он быстро бы в шарик скатался. Хози? Хози? Мордачкой смотри. И слушай, я действительно, они же обычно сразу в комочек Он сворачивают. маленький, он не знает, что это. Это маленький, масенький. Вы его отпустите, где поймали, хорошо? Чтобы он мамку нашел. Физ. Ежик, а? Да? Ежик.
Да, Алхай? Кто это? Ежик, да. А у чего? Ежик. Красивый ежик, да? Нахайте гибер, да, я хаши ханыч. Мама индала гибер. Ой, его мамочка, наверное, плачет там. Отдайте моего маленького ежика. Кугуш бах. Ножки, да, у него есть? Бах, халис, бах, кугуш, а? Им не гибойся, кугуш. Ну-ка. Нет, он даже если маленький, обычно они же сразу в клубочек сворачивались. Может, систему сломал. Сегодня ты нашу всю систему сломала, обломала. Не пришла вовремя домой обратно. Видишь, а мне нравится, когда они ходят. Смотри. Ой. Хозяечка. Котя. Все, иди отнеси его, не мучайте его, все.